Экипажу этого вертолета Ми-8 предстоят еще десятки подобных вылетов. Спасатели приступили к отработке действий при чрезвычайных ситуациях, связанных с весенним половодьем. Эти учения стали, пожалуй, самыми крупномасштабными за последние годы. Участие в них приняли сотни человек со всего Дальнего Востока. Причем среди них не только спасатели, но и представители гражданских организаций. Тренировки проходят в районе Табагинского мыса. Этому участку реки спасатели уделяют особое внимание. Здесь ширина Лены всего 3 километра. В случае ледового затора под угрозу наводнения попадают сразу несколько населенных пунктов. В зону затопления попадает 8 населенных пунктов Мегана Кангаласка и Кангаласского улусов. Ну, потому что там пойменная местность и долина реки. И сразу начинается подпор воды. При подготовке к весенним паводкам все средства хороши. Специалисты проводят работы по ослаблению прочности льда. Его посыпают углем и пилят. Но самое мощное оружие против стихии – взрывчатка. На сегодняшний день, в общем-то, посмотрели готовность сил и средств республиканской территориальной подсистемы. На сегодняшний день, на наш взгляд, данная система к выполнению этих мероприятий готова. Более 47 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность жителей Дальнего Востока этой весной. Прогнозы неутешительные. В числе наиболее проблемных регионов – Якутия, Хабаровский край и Амурская область. Специалистами прогнозируется вероятность подтопления до 350 населенных пунктов. А это около 17 тысяч жилых домов, в которых живут более 100 тысяч человек. В зону стихийного бедствия могут попасть важные объекты жизнедеятельности населения и экономики. До начала паводка в Якутии остается чуть больше месяца. За это время спасатели проведут еще ряд подобных учений, чтобы встретить волнение стихии в полной боеготовности. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.